В июне в башкирских вузах начинается приемная кампания. Именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя студии Светлана Мустафина, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начинается горячая пора, приемная кампания. Иногда у нее есть как-то много новшеств, а иногда нет. Вот в этом году чем отличается приемная кампания от предыдущих? Действительно, сегодня все вузы республики, не только республики, а всей Российской Федерации находятся на низком старте. 20 июня этого года, это буквально на этой неделе, стартует приемная кампания 2025. Каждый вуз уже в соответствии с правилами приема выставил свои контрольные цифры приема, выставил правила поступления, проекты вступительных экзаменов, вопросы к вступительным экзаменам и организовал свои такие локации приемных комиссий. И надо сказать, что всех абитуриентов нашей республики ждут вузы и готовы ответить на все вопросы. Ну, какие новшества? Отмечу, что приемная кампания уже за последние 5 лет значительно изменилась и претерпела такие колоссальные изменения в части, например, цифровизации. Сейчас абитуриенту даже не надо выходить из дома, чтобы подать заявление в любой вуз Российской Федерации. Можно лежа на диване с телефоном, зайти через госуслуг, полистать фактически те правила приемных кампаний, они фактически едины для всех вузов, полистать наличие бюджетных мест, можно провалиться в этот вуз, на сайт этого вуза, посмотреть об этом вузе краткую информацию, можно посмотреть о наличии бюджетных мест, мест на платной основе, количество мест целевого обучения. И вместе с тем сразу же в госуслугах имеется возможность провалиться, а какие эти целевые места, с какими предприятиями эти целевые места можно получить. То есть фактически в режиме таком не мандражном, без очереди, не когда тебе там жарко, холодно и быстрее надо документы сдать, у тебя все документы находятся в госуслугах. Есть специальная форма, в которой, в принципе, ни один абитуриент не сможет запутаться, потому что напротив каждой ячейки фактически расположен, какой документ ты прицепляешь. Некоторые документы в автоматическом формате уже в личном кабинете госуслуг они располагаются, то есть даже не надо их сканировать. Ну, вот так, например, сейчас все наши выпускники уже сдают последнее ЕГЭ, ГИА и получат аттестат или свидетельство о среднем образовании, которое тоже проявится у них в личном кабинете госуслуг. И им не надо будет его подтверждать, он там же также прицепляется. Кроме того, абитуриент может, соответственно, прицепить и некоторые свои сведения, если у него есть инвалидность или какие-то льготы, это тоже допустимо сделать это в личном кабинете. Ну и хотелось бы, с одной стороны, может быть, это не новшество, поскольку в прошлом году впервые была введена платформа, так называемая «Работа в России». Мы сейчас видим даже новые офисы по всей Российской Федерации. И у нас в республике тоже такие новые офисы появились. Раньше мы называли «Содействие трудоустройству». А вот функционал «Работа в России» как раз состоит в том, чтобы абитуриент мог выбрать себе предприятие, дающее квоту на целевое место. То есть если абитуриент понимает, кем он хочет быть, и он знает свои ЕГЭ, средние, которые он получил за время сдачи экзаменов, то он может посмотреть, какие предъявляются ему вакансии на целевое место, выбрать это предприятие и заключить с ним соглашение. То есть вот такая возможность дает студенту, во-первых, возможность льготного поступления. Не сказать, что там конкурса нет совсем. Ведь на это место могут претендовать еще 2, 3, 10 человек. И конкурс на это место целевой будет среди этих 10. Но тем не менее, здесь имеется возможность, например, поступить и в меньшем конкурсе. Если, например, на реальный конкурс может 1 к 10, то здесь может быть, например, 1 к 2 или 1 к 3. Но самое основное, что подписывая соглашение с предприятием, абитуриент уже заранее понимает, где он будет работать в будущем, на какую специальность он учится, и ему гарантированно будет предоставлено рабочее место по его квалификации после окончания обучения.
Здесь тоже очень интересно, многие предприятия предоставляют со своей стороны тоже меры поддержки. И это тоже немаловажно. Если обычная стипендия у студентов может варьироваться, например, государственная стипендия там составляет от 3 до 4 тысяч, если у него там высокие баллы, то ему вуз может доплатить стипендию, но еще и предприятие может доплатить стипендию, то есть ежемесячно по окончании каждого месяца будущий студент от предприятия тоже будет получать такую меру поддержки. Это очень важно, потому что, это взнос предприятия на его обучение, что он придет на работу, а сейчас они ему помогают встать на ноги. То есть не обязательно подрабатывать, если средств не хватает, и там родители не могут помочь вот прям так. Всегда студенту денег не хватает, поэтому вот такая мера поддержки от предприятия, она у каждого разная. Кто-то дает стипендию, кто-то обеспечивает литературу, кто-то берет на практику, кто-то оплачивает проезд до места проживания. То есть разные меры поддержки от предприятий, они вот совершенно разные. Это надо изучать на платформе «Работа в России», проваливаться в предприятие, посмотреть, какие пакеты предлагает предприятие. Светлана Анатольевна, вот мой следующий вопрос был в том, что заинтересованы ли предприятия именно вот в таких в целевом обучении. Вы меня немного в этом опередили. То есть, и вообще достаточно ли предприятий, которые готовы идти вот на эти меры поддержки, которые готовы заключать такие соглашения? Да, действительно, вот это сейчас мы видим отношение к образованию несколько даже иное со стороны предприятий. То есть мы говорим предприятия, это кто? Это заказчики. Это заказчики будущих специалистов, на которые, скажем, делается ставка или на то число специалистов, которые нужны будут предприятию. Вот смотрите, мы с вами работаем, например, на крупнейшем заводе. У нас сейчас есть, например, какие-то вакансии, но мы понимаем, что если студент сегодня поступит, это не означает, что он эту вакансию закроет. Да? Как правило, предприятие делает прогноз. А что будет через 4 года или через 5 лет? То есть фактически он делает прогноз на весь срок обучения студента. Кого ему будет не хватать? И сейчас очень многие предприятия понимают, что в эпоху цифровизации им не хватает IT-специалистов. Причем IT-специалистов, совершенно разного уровня. Есть специалисты-программисты, есть специалисты-аналитики, есть специалисты, которые будут сопровождать информационные системы. Поэтому заказ со стороны IT-предприятий, он достаточно высокий. Насколько популярны вузы Башкортостана? У нас и кампус появился, меняются образовательные программы. Приезжают ли к нам учиться? За последние годы мы сами видим, что каждый вуз показывает большой приток и на региональных студентов. Это студенты, которые приезжают к нам из других регионов. Очень много студентов приезжают с северных краев. К нам приезжают учиться студенты будущие из Тюмени, из Сургута, Кургана, Челябинская область, Свердловская. Приезжают из Татарстана, Чувашия, Оренбургская область очень много приезжает. И удивительно, очень много студентов приезжают из Республики Крым. В последние годы появились студенты ЛНР, ДНР. Вот у нас проходит, как правило, такое университетское лето. Мы сначала приглашаем школьников, а потом они влюбляются в Башкортостан, им все нравится, и вот они возвращаются сюда и продолжают обучение здесь. Очень много иностранных студентов учатся в вузе. Вот порядка 20% сейчас уже инорегиональных студентов, если в целом по региону взять у нас в Башкортостане. Это 5-я часть студентов. И если взять, например, медицинский университет, то, по-моему, там 1/3 студентов, если я не ошибаюсь, иностранцы. О чем это говорит? Это говорит, первое, о качестве образования. Это означает, что студент, который приехал, получил образование, возвращается в свою страну или в свой регион, он находит работу. Или же остается в нашем регионе, где комфортно работать и комфортно получать дальнейшее образование. И к тому же для инорегиональных студентов им всегда интересны те программы, которые нет у них в регионах. И таких программ, которые предоставляет Башкортостан, их действительно очень много. Они связаны с изучением различных языков, начиная китайский, турецкий, арабский и другие языки, полный спектр. Причем многие
такие языки есть, где читают преподаватели-носители языка. Есть очень крупные фундаментальные направления, связанные с математикой, с физикой, с геофизикой, с химией. Это там, где наши университеты являются в топе. Если взять, например, нефтяной университет, то для других регионов выпускники нефтяного университета, они котируются, поскольку считается, что они топовые выпускники крупного вуза, крупного нефтяного вуза. Сельскохозяйственный университет, аграрный университет. Если посмотреть на их программы, я вот даже неправильно сказала, там сельскохозяйство. На самом деле, вот у них последние программы — это генетические исследования с использованием искусственного интеллекта, БПЛА, центры БПЛА. То есть то, что сейчас они развивают такие программы, это означает, что они используют современные методы своих наук, да, и эти методы внедряют уже на практике. Поэтому новые программы, они привлекательные. Новое партнерство с организациями привлекательно, трудоустройство и качество образования тоже привлекательно. Все это привлекает и на региональных наших студентов, и мы их с удовольствием всегда ждем, приглашаем. Для этого строится, как вы сказали, действительно кампус. Вот мы надеемся, что там к 2027 году уже будут введены и жилые помещения, где студенты могут останавливаться и проживать. Вот все это в целом создает комфортные условия. Светлана Анатольевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам, рассказали о предстоящей приемной кампании. Надеюсь, что студентам будет комфортно, интересно учиться, а предприятие получит действительно высококвалифицированных специалистов. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.